Кадерле балалар. Здравствуйте, дорогие дети. Меня зовут Данир Ахмадеевич. Тема сегодняшнего нашего урока – это изучение культурного наследия нашей республики, а именно уникальной пещеры Шульган-Таш и его древних изображений. Мы всегда видим красивые картины в картинных галереях, которым по 100, некоторым по 500 лет. Но в мире есть такие картины галереи, которым 17-19 тысяч лет. Некоторым картинным галереям в Европе 42-45 тысяч лет. Эти картинные галереи находятся в пещерах. И самые интересные картинные галереи на территории Российской Федерации, на территории Восточной Европы находятся на Южном Урале, в Бурзянском районе. Это пещера Шульган-Таш. В пещере Шульган-Таш находятся картины, рисунки древнейших людей, которым 17-19 тысяч лет. В 1959 году биолог Рюмин открыл рисунки пещеры Шульган-Таш и сделал несколько публикаций в научных журналах. И с этого времени рисунки пещеры Шульган-Таш стали известны всему миру. Ученые из всего мира изучают эти пещеры до сих пор. Там очень интересные рисунки. Это рисунки лошади, носорогов, мамонта и других животных, которые обитали в то время, в ледниковый период, на территории Южного Урала. Особенно ученых интересуют рисунки, сделанные в виде геометрических фигур. Это трапеции, треугольники, квадраты. И в Западной Европе, и у нас на Южном Урале есть такие рисунки. Но никто пока не может объяснить смысл этих рисунков. Это является очень большой загадкой для ученых. Недавно, в 2017 году, экспедиция под руководством Эудалия Геомет обнаружила самые древние в мире изображения верблюда. Это было очень интересное открытие. Это самое последнее открытие рисунков. И сейчас все ученые Франции, Испании, других стран знают, что самые древние изображения верблюда в мире находятся именно в пещере Шульган-Таш. Подобная пещера Шульган-Таш пещера находится в Испании и Франции. Это знаменитые пещеры Шаве, Ласко, Альтамира и другие. Там тоже есть такие же древние рисунки. Они тоже изучаются учеными. И зарубежные ученые и наши пришли к выводу, что почерк рисунков в пещере Шульган-Таш и почерк рисунков в западноевропейских пещерах, они друг на друга похожи. Еще пещера Шульган-Таш интересна тем, что она переплетается с древней историей башкирского народа. Потому что само название Шульган-Таш это относится к эпосу Урал-Батыр. В эпосе Урал-Батыр есть положительный герой Урал и отрицательный герой Шульган. И по преданиям Шульган ушел именно в подземный мир через эту пещеру. И считается, что это хранилище вот этих темных сил. Недавно мы поставили памятник героической лошади Акбузат около озера Илкасаккан. Это тоже является очень интересной легендой, связанной с этой пещерой, с историей башкирского народа. За последние годы мы провели там очень большую работу. Провели реставрацию рисунков пещеры, пригласили всемирно известного реставратора Эудалия Геомет и в течение 3 лет чистили стены пещеры от рисунков граффити современных туристов. Сейчас туристов в глубину пещеры, где находятся настоящие рисунки, не пускают, потому что это нужно для сохранения древних рисунков и микроклимата пещеры. Потому что человек, турист, входящий в пещеру, выделяет углекислый газ, тепло, и это плохо влияет на микроклимат пещеры. Постоянная температура в пещере плюс 6, плюс 8 градусов. И он не меняется ни летом, ни зимой. В пещере обитает очень много животных, растений, которые приспособились к жизни в полной темноте. Сейчас учеными всего мира изучается, делается много для того, чтобы сохранить эти рисунки. Около пещеры Шульган-Таш в 3 километрах строится современный музейный комплекс, где будут копии этих рисунков, где будет история изучения этой пещеры. И в этом музейном комплексе будут организованы 2 класса, школьных класса для школьников, которые будут приезжать на экскурсии, будут изучать историю нашего края. Мы думаем, что вам всем интересно будет посещать этот музей и эти классы. Профессия
археолога, историка – это очень интересная профессия. Наверное, эта профессия начинается у каждого человека в детстве. Каждый человек в детстве ищет интересные места вокруг своего населенного пункта, пишет какие-то истории, рефераторы, маленькие научные труды. И через это идет в профессию. Я шел к своей профессии таким путем. И я бы хотел, чтобы многие из вас выбрали именно профессию историка, археолога, потому что, изучая прошлое, мы прокладываем путь в будущее. И я желаю вам успехов в будущем, чтобы вы стали надежными, грамотными специалистами в своей сфере и уже сейчас могли определиться своей будущей профессией.